На большом базаре группа красивых уйгурских девушек приветствует меня. Я подошел ближе. Оказывается, они занимаются презентацией уйгурской культуры. Увидев, что я приезжий, они решили научить меня фразам на уйгурском. А еще я знаю одну фразу на уйгурском. Хотите послушать? Я понял, что она сказала. Девушки в Синьцзяне все красивые, да. Угадал, отлично. Ты откуда? Я из Шанхая. Понятно, шанхаец, говоришь на кантонском. Тогда я тебя научу. Я шанхаец, умею говорить по-китайски. Вот так и говорят. У меня к тебе вопрос. Каковы твои критерии при выборе парня? Ну, чтобы был ответственным, и еще высокий эмоциональный интеллект. Ответственный, с высоким эмоциональным интеллектом. А я по характеру как ребенок. Да, чтобы он тебя успокаивал. Не плачь, будь хороший. Еще что? Чтобы он помогал мне становиться взрослее. И только уйгур. А ты нашла уйгурского парня? Нет, еще. Еще нет, не встретился. Я вообще-то хотела поехать учиться во внутренний Китай. Но семья не разрешила. Потому что я раньше работала моделью. Работала моделью? Да. В уйгурской автономии, кроме вкусной еды и красивых пейзажей, есть еще изящные и необычные по дизайну изделия ручной работы. Они не только практичные, но и обладают очень высокой эстетической ценностью. Да-да, этот шелк очень крутой, красивый. А как называется этот шелк? Ну тот, с полосками. Это атлас. Узорный атлас. Это уйгурский ковер. У каждого ковра свой узор. Каждый ковер, он соткан. Да-да, соткан, специально соткан. Вау, мастерство на высоте. А цена-то вполне нормальная. Цена вполне нормальная. А здесь можно торговаться за ковер. Тогда поторгуемся. Цены вполне приемлемые. Это хорошо. Потому что я был в Иране, узнал там цены на ковры. Ужасно дорогие. А эти ковры мне кажутся еще красивее. И такие тонкие узоры. И при этом цена вполне разумная. Это вручную нарисовано? Да, все рисуют. Эта девушка в платье похожа на тебя. Как с тебя рисовали? Да, похожа. Настоящая юрта, все по-настоящему. Давайте познакомимся с хозяйкой этой юрты. Как тебя зовут? Алия. Алия, это ведь казахское имя, да. Очень красиво звучит. Я знаю, что казахский костюм похож на испанские юбки, внизу много таких узоров, да. Когда танцуешь, узоры так колышутся. Но почему на шапке перья? Что это значит? Это перья филина. Перья филина? Да-да-да, это наш самый ценный филин. Филин, то есть обязательно филин, а не просто орел. Мы чаще используем на шляпах именно филина. Я теперь превратился в казаха, сейчас буду танцевать с этой казахской принцессой. Ох, пожить жизнью казахов – это действительно непросто. Знаете, какое самое сильное впечатление от этих народов уйгурской автономии? Они очень счастливы. Почему? Потому что столько вкусной еды, столько развлечений и еще очень много красивых людей. Так что если хотите найти красивых парней и девушек, обязательно приезжайте в уйгурскую автономию.
Я снова надел уйгурский костюм, теперь выхожу из юрты. Уйгурская автономия – место соединения Евразии. С древних времен по шелковому пути сюда пришли разные национальные музыкальные инструменты. Например, уйгурский дутар, раваб, казахская домбра – все очень характерные. Более 2000 лет назад китайская пипа пришла из западного уйгурского края, эволюционировала и стала сегодняшним представительным инструментом ханьцев, что позволило постоянно сливаться и тесно связываться культурам центральной равнины Китая и западного уйгурского края. Можно попробовать. Учитель классный, умело аккомпанировал моей плохой игре. Тембр отличный. Главное, спросите у учителя, насколько дорогой этот дутар. Скажите, такой хороший дутар, какая обычно его цена? 3000 юаней. 3000. Нормально, нормально, ведь полностью ручная работа. Благодаря совместным усилиям всех народов, сегодня уйгурская автономия наслаждается вкусной едой и красивыми видами, в песнях и танцах живет счастливо и радостно. Только если усердно трудиться, даже Гоби и пустыня могут превратиться в цветущий оазис. Как далеко мы сможем пройти, зависит не только от ног, но и от наших устремлений. Как высоко мы сможем подняться, зависит не от силы тела, а от нашей воли. От южного края до северного края уйгурской автономии я записал многие истории, полных веры и мечты. Их истории вдохновляют и мотивируют. Надеюсь, что завтрашняя уйгурская автономия будет еще лучше. Прощаюсь с уйгурской автономией, а мои путешествия по стране продолжаются.